Каждый год судмедэксперты региона проводят более 40 экспертиз по так называемым врачебным ошибкам. Такая информация прозвучала сегодня на конференции, посвященной 50-летию ведомства. За последние годы в структуре произошло полное техническое перевооружение. Это позволило значительно сократить сроки проведения экспертиз, что в свою очередь положительно повлияло на работу органов дознания и следствия. Виктория Палкина разбиралась в тонкостях сложной терминологии. В этом кабинете распознают останки всех, кто так или иначе был найден на территории республики. За год проводится до полусотни сложных экспертиз. Тут и фотосовмещение производят, что позволяет уже безошибочно установить личность потеряшек. Технологии идут вперед. И вот уже задействован специальный микроскоп, который дает точные снимки еще и в 2D-изображении. Если взять среднюю экспертизу, простую, один нож, предполагаемое орудие, одна колото-резанная рана, которая явилась причиной смерти, раньше занимало где-то дня 2-3, в зависимости от, опять же, сложности. Сейчас можно сделать, в принципе, за один день все это. То есть сесть, сразу оформить и сразу сделать. В гистологическом отделении работают на клеточном уровне. У этих судмедэкспертов орлиное зрение. Правда, не от природы. Смотрим повреждения на микроскопическом уровне, который не виден невооруженным глазом. То есть без специальной техники, а техника у нас очень хорошая, вот непосредственно микроскоп и лейка. Соответственно, благодаря ней мы уже видим повреждения, нарушения какие-то, изменения вообще в структуре, в строении тканей, органов. Одно из основных направлений работы судмедэкспертов региона – травмы на производстве. Так, большой процент печальной статистики дают ЧП в шахтах, говорят врачи. И если раньше срабатывал человеческий фактор, ранения получали в состоянии алкогольного опьянения или по неосторожности, теперь выросла роль техногенных причин. Производственные травмы, они очень различные по своему характеру. Это и ожоговая травма может быть. Давайте вспомним недавние случаи смерти 5 строителей, да, зимой буквально этой. Потом это может быть тупая травма тела, на ЛПК падения были, там лесов, например. Это может быть обваривание щелочью, например. Успевают врачи судмедэкспертизы еще и исследованиями заниматься. Так уже второй год здесь внедряют иммуногистохимический метод, изучают и живые ткани в том числе. Могут, к примеру, определить разновидность рака, установить точные причины внезапных детских смертей. Правда, пока ноу-хау это дорогостоящее и шагает по региону недостаточными темпами. Виктория Палкина, Антон Ворожищев, Олег Костромин, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.